Пока, милый дом. Скоро буду. В тайгу съездим. Туда-обратно. Посмотрим обстановочку. Ну что, ребята, всем привет. Очередная рыбалочка. Вырвались сегодня на реку. Сегодня с Ильюхой. Выехали в тайгу, ребят, прокатиться, порыбачить, проморозиться, так скажем. Ну и отдохнуть, конечно, своеобразно. Рыба, ребят, на второй план, отдых прежде всего. Ну и когда отдых с рыбой, ребят, совсем классно. Погода шикарная, ребят, 15 градусов мороза. Так, тепленько, так скажем. Ну, на неделе обещают 30-ка. Вот вырвали денечек. Пока не закончились праздники. Поехали, короче. Илюха вчера приехал ко мне с вечера. Поужинали с ним, 100 грамм выпили и спать. Сегодня с утра встали, собрались, погнали. Приехали, ребят, на те перспективные точки, где у меня были рыбалки с Лариской. С Лариской кому-то не нравится, с Ларисой Юрьевной, ребят. Я так привык называть. Это мое личное, сугубо такое личное. Так что кому там не нравится, вообще, я не понимаю. В целом, ребят, расставляем жерлицы. Пятачок уже поставил. Илюха на противоположность ставит. И здесь, ребят, тычечки у меня оставались с той рыбалки. Я оставлял их на мертвую рыбку. Не знаю, промерзли, не промерзли, ребят. 4 дня пришлось
простоять им 4 ночи. Не мог я раньше выехать, не было живца, во-первых. Мы собрались в целом порыбачить. Короче, 4 дня простояли. Если какая-то рыба попалась, то возможно, ребят, задохнулась. Конечно, это неприятно будет, но в целом будет смотреть. Илюшкин на своем БТСе привез. Все, сегодня на двух мотособаках, ребят, будем штурмовать просторы, искать рыбу. Все, ребят, расставляемся, уже расцветает. В целом классно, ребят. Давайте с нами, как обычно. Да, вот охота бы, конечно, сюда вот, ребят, в коряжник зарядить. Но здесь, если будет сработка, то точно ничего не достанешь. Махом заведет. Вот я относительно ниже коряжника начал пластать. Пятак немножко раскинул. Илюха там возле ручья ставит. Я перехожу на противоположный берег. Ледик такой уже добротный. Там бурил, где вода выходила, а потом замерзла. Вообще метровый лед получился. Ну вот, потихоньку шагаем. Все-таки утро. Выход щуки. Не знаю, повезет нам, не повезет. Но тычки стоят. Я вот все за тычки думаю, как там дела. 4 дня все-таки прошло. Заодно посмотрим, на Лим ходил, не ходил. Все-таки январь месяц. По налиму плохо. Ну, будем делать акцент на щуке. Изредка меняю поводочки. После поимки щук, то поводки вообще в дугу все. Это, конечно, можно оставить, но я что-то не доверяю таким кривым поводкам. Стараюсь заменить все это дело. И уже знаю, что снасть не подведет. Все надежно. Кстати, вот, ребята, жалится и вот подходит для ночных рыбалок. Когда уже такие морозики, можно закопать прям достойно. И флажок сработает в любом случае. Я, кстати, заказал себе новый комплект. Точнее, 2. Уже готов у меня почти. Немного двойников не хватило. Вот. И в целом будет у меня нормальный такой ассортимент жерлиц. Ребят, продолжаем расстановочку. Илюха на буре. Я на расстановке. Так быстрее. Хорошая глубина. Раз, два, три, 4. Ставим. Ближе к реке, ребят, ставлю якутских живцов. Таких ельцы. Вчера с Илюхой наловили. Поехали вчера за живцом на машине. Нашли точку. И вечером, как начали, ребят, дубасить. Ельцы крупные. Короче, не живец, а можно на сковородку ложить. Вот так вот. Здесь такие пускай стоят на трофейную рыбу. Ну что, братцы, тычки расставлены. Пятак мы нормально рассорили. Отлично. Вот. Лед большой уже, и бур опять, да, Илюха, не хватает, ребят, просто на 10 желез просто не хватает бур. Все, с песком. Многие, кстати, многие все жалуются, вот такой лед. Это была такая осень у нас. Ладно, что мы сейчас по 5 капель колокольчика. И пойдем, ребят, раздолбим тычки. Просмотрим, что там, как у нас дела. Простояли 4 ночи. Это прям большой срок, я так бы сказал. Будем смотреть. Ладно, что. Сейчас посмотрим. Так, ну что, пришло дело, ребята, моему новому приобретению. Вот она, красавица. Чудо-печня от Володи. Я здесь, правда, усилитель не ставил, ребят, переходничок. В
В целом 2 килограмма, 2,5 килограмма будет работать сегодня. Ну что, давай попробуем, Илюх. О, смотри как. Отлично. Фига, воткнул даже, смотри. Будем смотреть, ребята, наши тычонки. Да, плотвичка, смотри, живая. Прожила 4 дня. Да, отлично. Это левший налим. Ух. Он уже тухлый. Да. Ну уже все. Конечно, 4 дня прошел. Он же этот сбух. Все. Лисом, ребята, лисом только. Да, с одним не повезло нам. Налимом, блин. Живца нету сбитый. Вот такие, ребята, живцы у меня сегодня. Мощные. Опа. Вот это ельцы, так ельцы. Ого, смотри. Видал? Кто-то достойный, блин, сидел. Бодал. Крючок выгнул. Как-то засекся, наверное. Не заглотил, значит. За губу. Да. Обычно так за губу бывает. Да, охренеть, блин. Ну вот, ребята, 10 утра у нас. Все, дела сделаны. Жерлицы заряжены. Ну, за это время пока сработок не было. Птички просмотрели. Один уснувший налим и крючок разогнутый. Это, конечно, дает такую надежду небольшую. Налим, видно, не ходит. Но у живцов практически, да, не было вообще. Ну да. Ну, может, голавль, ясь не крупный. Они шибают вот. Налимчики небольшие. Ладно, что, ребят, сейчас едем на другой участок. Там еще у меня тычки стоят. Алюха там еще пяток жерлиц поставит в яму. Как-то так. 10 утра, нормально. Вообще успеваем. Ехаем. Снег хоть закончился. И то хорошо. Ребят, летим далее на другой плес. Возможно, там рыба будет еще. Ладно. Пока начну раздалбливать, смотреть. Володька, классные вещи делаешь. Ребята, пищня реально лютая. Крутая вещь. Володька, молодец. Так, у меня здесь 7 тычек, ребят. Сейчас будем рассматривать, что почем. Место хорошее, перспективное. Куньки живые, блин. Живучие. Ух ты. Какой-то зацеп, ребят, был.
Налим, что ли, там сбоку. Ух ты, блин. Засранец-то. Еще и за губу, блин, а. Видите, ребят, мелкий жрет. Вот они избивают. Но я, наверное, издеваться не буду, как на Печоре. Хотя, возможно, поставить. Пускай стоит. Вот они и шибают, ребят, живца. Пускай стоит на крупную щуку, мало ли. Место хорошее. Глубина позволяет. Глубина вон 2 метра. Пускай бродит. Налим каннибализмом занимается. Так что ничего страшного. Засранцы. Вот они и шибают. А крупный налим на нересте, ребят. Мелкие шкоты гуляют. Смотрите, ребят, как работает чудо-печня. Володька делает вещи. Красава. Поставим хозяина, ребят. Налим его. Насаживаем, ребят, у Илюхи жерлицы. Да, налим гуляет, но, возможно, мелкий. Крупный налим не ходит. Рано, ребята. Ну что потом? Будем тоже пробовать. Может, щучка. Все, ребята. Вторая точка тоже расставлена, проверена. Один налимчик у нас. И у нас, ребят, поломка. У Илюхи кран подтек. Вот он. Кстати, он пару раз у нас подводил. Мы оставили мотособаку. Пришли, а бензина нет. А заправили как раз только. Сейчас поедем на первую точку. Там ремонтом займемся. Посмотрим, может, работки там. Тишина, ребят, смотрите. Вот так вот бывает. Это реально, когда попадаешь. Время 11 час. За утро ни одной сработки. Ну что значит? Какая беда, Илюх, рассказывай. Прокладки эти резиновые. Прокладка резинового текет, да? Делают, да, нехорошие. Они делают меньшего размера, короче. Поехал в город, специально взял эту прокладку. Угу. Приехал, а она по диаметру не подходит. А хотя, типа... Звоню туда, да, она говорит отсюда. Типа ее надо растянуть, короче, вот так вот они мне объясняют. И поймать момент, сунуть. Ну, и что, я сейчас думал, у меня замерзло что-то, она заглохла. Я открутил, и все, она на место не садится. Не знаю, вроде подтянул, вытираю. Вроде ничего, сухо вон. Ну, краник надо закрывать, да? Все равно. На всякий случай, конечно, закрывать, потому что домой приеду, дома поменяю. А здесь я не буду этим заниматься. Так лучше. Ну, сейчас посмотрим, будет ли капать вообще. Так, братцы, у нас перекус. 11 часов. И ни одной сработки, ребят, смотрите. В прошлый раз уже 2 сработки до 10 было. Вот так вот. Так что раз на раз не приходится. Погода. Как говорится, надо попадать просто в нужное время, в нужном месте. Сейчас 5 капель за здоровье. Давай. Будем. Что, ребята, как в сказке, наверное. Так бывает. Ну, специально приехали здесь на ремонт, скажем так. И перекусить немного. Сработка, ребят, смотрите, у нас. Прям здесь, возле мотособаки. Только-только щелкнуло. Здорово. Ох, там перехлёст, конечно, у нас что-то. Перехлёстик.
Ну, ладно, что. Посмотрим сейчас, постоим. Здесь у меня такие, конечно, живцы. Не помню, чередовал, ребята, ельцов таких крупных ставил. Ну, сработочка есть. Это радует. Подождем, посмотрим. Ну, леска натягивается. Щука здесь, ребята. Сейчас перевернет, заглотит. Ребята, будем брать. Точно все. Постояли минуту. Видел, да, Илюх, классика жанра. Редкие поклевки, ребят. Прям, ну, адреналин такой. Ну, охота, конечно, достать ее. Натянула. Вот здесь она, здесь. На реке, кстати, позиция разная, потому что может даже не крупная очень щука вот так себя показывать. Ну, ничего такая, Илюх. Килограмм, наверное. Красотка. Красотка, ребята. Вся в пиявках. А щука стоит. Опа. Как раз 30 секунд уложился. Опа, нифига. Да, вся в пиявках стоящая щука. Стой, покажем тоже. Брал уже? Да вон что. Мотыли. Насадка. Это переверни. Насадка на харюза. Килограмм, ребята. О, смотрите, как получилось. Видали? Держала зубами? Да, зубами держала, то бишь, соответственно, как бы этот. Все четко я сделал. Дождался. Вот именно тот момент, когда вот она только перевернула. Видишь? Живец у нее перевернут был. Отлично. Ну что, ребят, с почином. Взял все-таки красотку. Коряжник сработал. Коряжничек сработал. Опа. Ну вот. Река, ребята. Шикарные берега. Дает немного рыбы. В январе месяце это очень, конечно, приятно. Давай, подруга. Глубоко, 3 метра где-то. Что, братцы, перекусили, 5 капель выпили, щуку поймали. Классно, здорово. Ну, сейчас что-то с Серегой посоветовались. Время у нас есть, сегодня рано закончили по расстановкам. Есть две точки, ребята. Старая изба, есть балок еще есть. В районе 10 километров, наверное. Бензин вроде есть. Хотим съездить, проведывать. Возможно, там переночевать. Илюха весь сырой, блин. Техника у нас одна неисправна, блин. Палатку. Ну, палатка все есть, ребят. Все есть у нас. И печка, и все. Палеты, брикеты. Ну, наверное, съездим на разведку, посмотрим. Может, найдем точку эту. Есть у староверов такие уголки. Сейчас поищем. Пару углов заедем, посмотрим. Тем более на двух груза не так много, так что можно пробиться. Ладно, попробуем. Вставляем, ребят, санки наши, чтобы полегче нам двигаться было. Будем сейчас пробивать, смотреть. Промоины, ребят, смотрите какие.
Опасно. Косачей подняли, ребят, кучу. Охренеть. Сколько их там, блин, вообще? Штук 40, наверное. Ребят, видите, какое болото? Вот оно открытое. Даже течение небольшое присутствует. Аккуратно, аккуратно. Может быть, она снегом так завалит, и вот не увидишь это. Илюха не поднялся. Я взлетел. Без проблем. Вон длиннобазик, ребят, видите? О чем говорит? Такое болото. Люк не поднялся. Ну и 20-ка, конечно, двигатель. Илюха прет. Фу, ребят, болото засели. Уперлись тут. Ладно, дальше пробиваемся. Вот так, ребят, по болотам ходим, блядь. Не нашли. Не нашли, ребята. Не с того района зашли, наверное. Фух, я не залез. Илюху таскал. Ничего, ребят, передача задняя нужна в таких местах. Фух. Сейчас задом. Ну что, попробуем еще раз с другой стороны найти. Я уже прошлый сезон откатал на мотособаке, я немножко понял. Ну, даже, конечно, и на моторной лодке. Топливо, ребят, берем с запасом всегда. Неважно, поехали прокатиться, посмотреть что-то, берем всегда с запасом. Мало ли кто-то, что-то. Надо брать. Ну, сейчас просто искали, топтали дорогу, по болотам погазовали. Мало ли напарник высох, что-то еще, краник потек. Надо брать, ребят, бензин. Вот, ребят, покатухи наши по старицам да по болотам очистили. Илюху. Не очистили, а сейчас вылетит, главное, лед отбили. Да, лед отбили, ребят, вот самое главное. Вон, смотрите, что, видите, какие ветки творятся. Подшипники все отбить по подвеске. Вон. О, блин, фига. Аж корни Илюха тут намотала. Мох. Нить. Мох, да. Нить. Так, ребят, ну что, пробиваемся далее. Не знаю, найдем, не найдем, блин. Вот так, ребята, хапаем воды. Как не тону? Тону. Такая же ситуация. Да. Охренеть, блядь. Вообще. Вот это. О, нормально присели.
Какая тут, блин? Тут бульдозер не подтянет. Ручьи их не катят. Вообще. Подожди. Давай, раз, два, три. Все, прилип. Не, давай, раз, два, три. Не давай назад больше. Раз, два, три. Давай еще раз назад, давай. Сразу не газуй сильно. Да, да. Ёпа мать, бля. Жестко, бляха-муха. Есть палеты. Пока дров нету. Палетами разожгем. Есть палетики. Есть свет, ребята. Сейчас поставим свет. Разожгем печурку. И будет все хорошо. Опа. Так. Так. Свет есть, ребята. Опа. Хорошая печка, ребят. Молодцы. Классную печку сделали. Сейчас, ребята, быстренько палеты мы разорвем. Все путем будет. Вот так вот. Ребят, вот такая валежина, мощная, большая-большая. Вместе повалила кучу деревьев. Все сухие уже. Ну, вот ее обрабатываем. Дрова хоть заготовим. Опа. Домой занесем. Все, ребятки. Ну, дрова есть. Ну, в принципе, и хозяином останется. Отлично. Все нормально вроде. Вот, ребятушки, своя тушеночка. Илюх, что это? Необязательно. Необязательно. Вот, ребят, заготовили. Вот, пожалуйста. Ну, там банку не смотрите. Компот. Вот здесь медведь. Вот, рисовал, побегал. Сейчас будут кормить его. Да. Ну, вот такая жизнь у нас на севере, в принципе. Ну, вот это конкретно медведь, ребята.
Тушеночка медвежья. Сейчас нет. Тут нихуя нет, не картошка получилась, а тут мясо с картошкой, а не картошка с мясом. Что тут одно мясо стало, блин. Ну что, братва, прокатимся. Заводим что. Либо дождя до плес. И в принципе могу вот фонарем прям просветить и посмотреть. Вот, вижу, ох, ребят, вижу пару сработок прям рядом именно. Ё-моё. Вечером были сработки. Так. Первая жилица, ребята. И вымотка почти полная. Вымотка почти полная. Так, что тут у нас имеется? Тихо, тихо. Опа. Опа, ребята. Есть вымотка. Но, к сожалению, нету. Так, ребят, вторая сработка здесь. В этой заводе. Ух. Полная. Полная, ребята. Ну, сейчас смотреть будем, что. Холостую, ребята. Что-то какая-то хитрая тут осталась. Ну, братцы, что? Такая ситуация. Две сработки было, значит. Чука ходит. Ну, не наша. Что, летим на базу? Все уже на вагонечке. Ну, на будке или как-то избе. Непонятно, вообще одно название такое. Ну что, прокатился, посмотрел жерлица. Две сработки. Ну, обратно выезжал, конечно, вообще жесть. Все, что проезжали, ребят, по старицам, вот этим, да, по болотам, все даванул, короче. Нахватал там волну гусянку, блин. Распинывал, сейчас расчищал. Кое-как, блин. Ну, все вроде как будто бы нормально. Ну, там стынет, нормально так. Кстати, Илюха. Минут 15 где-то как есть. Что-то замерзнет, ребята, это очень опасно, кстати, вообще. Ну, как не опасно, но на утро просто там вообще потом беда. Вот то, только начинающие, я вам сразу, ребят, предупреждаю, и просто прям гарантирую, советую. Если воду хапнули, сразу, прям сразу, ребят, по возможности просто выехали на ровную там дорогу, там, да, поверхность, расчищаем сразу палочками, там, руками, без разницы. А если на ночь остаетесь, тем более, вообще не забивайте на эту тему. Там бывают такие моменты, я попадал, там реально, там просто лед, кол, вот реально кол. Какая-то палочка, там уже ничего не возьмем, там или там топор, или нож, там что-то такое. Ну, чревато порезать гусянку, катки там и так далее. Ну, даже не порежешь, а просто там, не знаю, сломаешь реально. Там только надо долбить, стучать. Так что лучше сразу по возможности щелкнули, почистили, на прикол поставили и все.
и уже потом можно зайти там отдохнуть. Я помню давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но вот и уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Что, братцы, сидим на балаганчике вот этом. Печка топится, тепло, классно вообще, шикарно. Балаган достойный. Молодцы, ребята. Есть руки. Ну, скоро, ребят, я думаю, будем на своем отдыхать. Я сегодня забыл за свою избу. Я просто, ребят, перенесли ее на весну, потому что ну, у нас так получилось, то, что мы вот хотели в одном месте. Там все-таки затапливают в основном, наверное. И перестраховались, как бы решили перевести на весну. Будут 2 мотора, 2 лодки, и с Илюхой будем просматривать реально вот это место, где хотели. Там уже и будем смотреть, топит, не топит реально вот по половодью, потому что непонятно. А так классно, что, молодеем. Выпиваем со своим близким. Ну, это мои люди, что, я как бы в них уверен 100%. Но Илюха ползет. Все шикарно. Так, что, будем, наверное, отдупляться, уже ложиться спать. Все хорошо, ребят. На связи. Что, ребят, всем доброе утро. Проснулись, переночевали. Отлично. Теплая, шикарная избенка. Круто вообще. Переночевали. Сейчас собираемся потихоньку. Чай попили. Поедем на проверочку. Посмотрим, как у нас дела. Есть за ночь флажки, нет. На улице метель, ребята, ветер. Погода поменялась, короче. Ладно, все, одеваемся. Илюха уже вещи говорит. Ну что, хозяину оставляем газ-баллон. Пару пачек супа, тушеночку, чай, салфетки здесь, спички охотничьи, рюмку коньяка за пристанище. Спасибо огромное. Если бы не этот обогрев, то ночь палатки была у нас очень-очень жестко получилась. Илюха весь сырой был, техника еще. Короче, обогрелись, высушили здесь. Спасибо. Уезжаем, ребята. Погода, смотрите, какая красивая. Воды, конечно, слуд, болото дает. Очень, блин, страшно. Красота, ребята. Смотрите, какая. Солнышко и снег такой идет. Очень красиво. Ну что, вырвались с болот. Сейчас можно разогнаться, побураниться. Первого плеса. У Илюхи тут 4 жалицы стоял. Сработок нету. Проверяю тычки. В принципе, живец есть, но налим не ходит, ребята. Время сейчас не ионное. Щуку, да, вот можно рыбачить. Еще более-менее. Буду сниматься. Ну, смотрите, ребят, кто-то жевал. Но тот не крупный налим, наверное. Да, это ионная вот эта пила. Не крупный налим. Ходит. И все. Но буду сниматься.
Красотка. Давай, плодись. Ух ты. Вот они, ребята. Щеглы. Там я насадил налимчика. А здесь он попался. Вот такой. Вот они, ребят, сейчас ходят. Заглотил еще, зараза. Ах, не повезло, наверное, ребята, ему. Да. Крючки, конечно, говно. Крючки говно. Ах, жалко пацана, но... Здесь, ребята, я насаживал налима крупного. Ну, налимчика, на живца. Зацепился еще. Ну, что там? Ух, ребята, кочурился, блин. Не выжил почему-то. Думал, отпущу его. Ах, блин. Заразы такие. Ну что, первая точка, ребят. Мимо. Налим не ходит. Было понятно. Щука не попалась. Уезжаем. Дай бог, там нам повезет. Так, ребят, два загара стоит. Ночью кто-то позарился. А возможно, рядом одна щука зацепила. Так, ну что тут у нас? Полная вымотка. И там полная вымотка. Но тут может быть одна щука. Бродила. Может, одна щука. Вымотала полностью. Нету. А нет, здесь завела кота, блин. Кота завела, блин. Идет с корягой какой-то. Подцепил вроде. Келушечка. Отлично. Но ночью была все в пьявочках. Зараза, эти присоски. На ельца взяла. Отлично. Мороз прилипается. Ну тут тоже полная вымотка, ребят, смотрите. Полная. Как-то... Лунка как-то подзамерзла. Есть. Ух, хорошая. Угу. Хорошая. Душка. Душечка. Отлично, ребятки. Душка. Ну, что, радует. Не зря. Но ночью, значит, ходит щука. Конечно. Пасть открывай. Зараза. Ух, вообще желудки. Так, ребята, ну что, собираемся. Коряжик здесь
Не стрельнул, не порадовал нас. Ну, правда, вчера одну щуку поймали здесь. Тоже как бы не с пустыми руками. Для января месяца, ребят, в принципе, неплохо. Я бы сказал. Потычка живая. Все хорошо. Будем отпускать. Что, ребята, жерлицы собрал. Хотели покушать, приготовить. Газ закончился у нас. Ну, сейчас стычки. Маловероятность, конечно, что что-то попалось. Может, налимчик какой залетел. Оп. Стоит. Опа. Есть кабанчик. Отлично, килограмм, блин. Ага. Лунку, главное, этот. Не почистил? Да. Смотри. Лунку не почистил, так думал, что уже. Нет смысла. О, хапнул, блин. О, птичка порадовала, ребята. Взяли на лемеху. Тоже есть? Пустые крючки, блин, почти везде. Ну что, ребята, все, отправляемся до дому. Морозик сегодня у нас. Погода классная. Отлично провели время. Даже немножко поймали. Налима даже увидели. Отлично. В принципе, неплохо, я думаю. Да, были приключения своеобразные. Погоняли по болотам, по заводям. Техники дали немного просраться. А так отдохнули, что? Классно. Вообще шикарно. Как, Илюха? Шикарно? Неплохо. Все, братва. Чалим до дому. Буду прощаться.